Всем привет, друзья! Вот такая красота получилась у нас с помощью вот этого дымогенератора Ворон и с помощью нашей знаменитой бочки для копчения. Вот цвет, вкус мы уже попробовали, поверьте, продегустировали вчера, еще до последней заключительной закладки. Цвет, вкус, запах, просто все получилось изумительно, хорошо. Здесь у нас по большому счету нормально так. Где-то около полтора ведра двадцатки, около 30 литров рыбы весенней. Просолилась она 3 недели. Ну, что я там буду рассказывать? В общем, смотрим ролик, и вы все сами увидите. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! Весенний сезон заготовок позади. Рыбки мы наловили. Рыбка просолилась. А это значит, пришла пора дальнейшей переработки. Сегодня мы будем готовить рыбу холодного копчения. Эта бочка вам уже знакома. Это у нас такая емкость для копчения. Здесь мы пробовали рыбу уже коптить по-разному. Сегодня мы будем коптить при помощи дымогенератора Ворон. Коротко о самом дымогенераторе. Скажу честно, приятно удивлен габаритами, весом. Это не просто жестянка, это натуральный металлический аппарат, так сказать, тяжеленный. Приятно порадовала, конечно, упаковка. Вот он шел в такой упаковке, не стал показывать распаковочку, но вот просто вот гляньте, все это вот было упаковано вот в такую вот пупырчатую пленку. Все качественно, все четко было упаковано. Так, давайте же посмотрим комплектацию данного дымогенератора Ворон. Основной корпус дымогенератора вот этот. Но также, если, скажем, большой объем копчения, можно что сделать? Вот взять вот эту заглушку, закрутить сюда, всю эту конструкцию собрать вот таким вот образом. Для этого есть специальные переходники, вот так вот дополнительно, и собрать, как бы сказать, дымогенератор, который будет работать в 2 раза дольше. Сегодня мы попробуем сначала закоптить без дополнительного бункера, потому что дополнительный бункер, тут пишут, может работать дополнительным бункером до 36 часов. Как бы 36 часов копчения в план у нас не входит. В следующий раз, когда мы будем коптить что-то подольше, мы обязательно попробуем закоптить этим бункером. Сегодня нам этот бункер пока не понадобится. Сегодня мы соберем данный дымогенератор, сделаем все красиво по высоте. Так, ну что, давайте собираем Ворона и посмотрим, что и как у нас получится. В дальнейшем мы сделаем загрузку нашей подвяленной рыбы. В данном случае сегодня мы будем коптить язя. Так, ну что, дело сделано. Согласно инструкции, быстро все разобрался. В общем, получилась у меня вот такая конструкция. Это у нас дымогенератор собран 10-литровый, без дополнительного бункера. Баночка в комплект не идет, можно вешать любую банку. Мы повесили вот такую. Можно литровую, можно 1,5-литровую, можно 3-литровую. Это все зависит от вашей фантазии. В общем, вот так вот все красиво получилось.
Присоединили блок питания. Тут идет дополнительный штуцер. Все готово. Заслонку открыли на полную мощность. Полностью открыли заслоночку тут. Так. У нас осталось вот только дополнительный бункер, который нам не нужен. И переходник. Ну вот щепа и зольник еще. Так, ну что, давайте все согласно инструкции. Способ применения, описание работы дымогенератора Ворон. Так, прикрутите ножки к дымогенератору, мы прикрутили. Установите зольник, камеру тления. Вот она у нас, камера тления. Вон. Можете посмотреть, как она выглядит. И вот так вот мы устанавливаем сюда зольник. Вот так. Теперь она выглядит вот так вот. Ну что, приступаем. Засыпаем щепу. Щепа не написано какая, но я так думаю, ольховая. Очень приятно, что в комплект идет щепа, потому что не надо покупать дополнительно. Так, ну вот в принципе половинка. Что, засыпаем второй пакет тоже. Засыпаем второй пакет. Емкость бункера, конечно, впечатляет. Раньше, когда я пользовался другими дымогенераторами, там были тонкостенные металлические колбы, и щепы нужно было заметно меньше. Так, я так думаю, достаточно. Где-то так вот примерно. Не будем доверху. Получилась вот такая вот красота. И теперь мы это все закрываем плотненько вот такой вот крышкой. Вот такая вот крышечка, силиконовая прослойка здесь. Раз. И по часовой стрелке затягиваем. Все. Затянули. Ну вот, в принципе, все готово. Осталось поджечь через отверстие. Отверстие вот у нас с этой стороны. Стоп. Отверстие, да, отверстие здесь. Можете показать. Вот здесь у нас идет вот такое вот отверстие через заслоночку. Вот так раз. Вот так раз открывается. Вот она щепа. Поджигаем. Но как поджигаем? У нас бочка еще пустая. У нас там нет рыбы. Вот у нас заслоночка. Все готово. Дымогенератор готов к работе. А рыбы-то нет. Рыбы-то мы не повесили. Непорядок. Так, ну что. Рыбка в студию. Та-дам! Вот наша драгоценная рыбка. Немного провялилась. Накрыли от этих надоедливых мух. И теперь мы эту нашу рыбку, все у нас уже здесь готово, будем развешивать в нашу бочку. Вот заметьте, лайфхак: для вяления рыбы делаем вот такие шишечки. Сосновые шишки. Это вместо спичек, вместо зубочисток, все такое. Очень удобно. Шишка сухая, раздувает, и нормально рыба провяливается. Все. Теперь мы это хозяйство все сюда развешиваем на прутки. В общем, как развешу, покажу. По взмаху руки наша рыба переместилась
нашу емкость для копчения. Вот как-то вот так вот у нас все это расположилось. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Брысь, уже налетели. В общем, самое главное, чтобы рыба не прикасалась друг к другу и чтобы рыба не прикасалась к бочке. Вот, показала, да, что 2 слоя. Покажи еще раз. Вот, сейчас я уберу пару так. Вот, там идет у нас 2 слой. 2 слоя рыба висит. И у нас еще, как мы видим, очень много свободного пространства. Я так думаю, ну, рыбин десяток, а то и 20 при желании можно еще разместить. Если это окунь, то смело можно размещать тут в 3 слоя, если не крупный окунь. 2 20-литровых ведра. Это, в общем, флягу рыбы закоптить в этой емкости можно. Вот. Ну, в принципе, все готово. Давайте запускать наш дымогенератор. Так. Сначала включаем вентилятор. Понял? Что он не крутит? Все ясно. В нашей деревне огни все погашены. Отключение электричества, это неудивительно. У нас такое в деревне частенько случается. Так. Что же делать? По инструкции, в принципе, пишут, что он может работать без вентилятора, если открыть заслонку на полную мощность. Но у меня, в принципе, есть и другой вариант. Я могу запустить станцию, это раз. Но станция у меня в поселке. Второе, я могу сделать электричество с помощью нашего аккумулятора Титанат. Аккумулятор Титанат с инвертором в студию. Та-дам! Так, вот с помощью нашего Титаната и с помощью вот этого инвертора мы попробуем сделать 220 вольт. 500 ватт мощность. В общем, подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Так, плюс, минус. И сюда вот нашу розеточку. Если оно будет работать после того, как разожгется. Так, что, включаем. Раз. И здесь тумблер. Так, все правильно сделано? Думаю, да. Поехали. Все. Работает. Закрутил вентилятор. Вот видите, да? Вентилятор крутит. Так, все у нас вентилятор крутит. Попробуем поджечь сейчас. Надо газовую горелку, наверное. Ну, сейчас что скажем. Ну вот вроде и все. Процесс пошел. Сейчас попробуем закрыть. Вот так вот. Тягу. Все. Четко. Запустили мы все-таки ворона. Это у нас получилось. И теперь вот с помощью этой ручки вот так вот. Опа-на! Ну что, варись, горшок. Вот так вот. Как-то вот так. Как-то вот так. Все четенько. Теперь ждем дыма отсюда. Так, ну вот все, видим,
что также дым пошел уже у нас из бочки. А это значит, процесс пошел. Ну, вроде все настроили. Вроде все нормально. Остается только ждать. Черный ворон, что ж ты дымишь? Посмотрим, что он сейчас надымит нам. Скоро будет. Ну как скоро? Как сгорят все опилки, так и будем пробовать. Остается только ждать. Так, друзья, недаром дуло поливало, пошел дождик, нагнало тучу, пора что-то менять. Не то что менять, а, как я говорил, на случай дождя вот это мы все хозяйство сейчас вот убираем, потому что вещь дорогая, хоть и говорят, защищенная от влаги, но лучше мы уберем пока. Пока уберем. Сделаем защиту вот такую от дождя. А здесь, как я вам и говорил, сделаем защиту вот такую. Вот у нас за 4 часа вот такая вот дымовуха здесь идет. Рыба коптится. Так. Как-то вот так. Вот так. Оттуда. Главное, чтобы отверстие не закрылось. Ага, вот так, вот так. Сделаем еще вот так вот. Железный лист. Ну, а для гарантии еще вот так вот. Как мы видим, у нас все готово на все случаи жизни. Копчение, тут все нагрелось. Я так думаю, тяги пока хватит, чтобы вентилятор не намокл. В принципе, доступ воздуха есть. Я так думаю, дым. А, вот еще что я сделал. Здесь у меня шел дымок. Сделал немножко теста и замазал тестом. Вот это место вот сделал тестом. И теперь у меня весь дым без потерь уходил в бочку. Как вы сами видели, рыба в плотном дыму. Копчение идет около, получается, 4 часов. Все, дождик пошел. Как говорится, сматываем удочки. И будем ждать хорошей погоды. Я надеюсь, он не вечный. Рано или поздно он пройдет. И мы увидим, что там получилось. Если дыметь не будет, сделаем все по новой с принудительным поддувом. Все. Встречаемся чуть позже при хорошей погоде. Все, побежали. Так, с момента запуска дымогенератора прошло 5 часов. Электричество нам все-таки дали. Генератор наш мы убираем. 94, было 98,4%, съело, получается, где-то за 5 часов, за 4,5, где-то так вот. Практически нет ничего. Практически нет никакого потребления, берет очень и очень мало. И самое главное, подойдите сюда, вот, подойди сюда. Пока шло копчение, я внимательнее почитал. Сначала не обратил внимания, потом читаю там, оказывается, можно и регулировать мощность. Вот, с помощью на вилке есть вот такая вот крутилка. Влево убавляешь, вентилятор останавливается. Вправо прибавляешь. Вон, блин, контакт. Прибавляется скорость. Вот. Оказывается, можно регулировать вентилятор. Вот. И на самой большой мощности, вот он, как быстро крутит. И естественно подается больше тяги, быстрее горят опилки, и тем мощнее подача дыма получается сюда.
Ну и что, давайте, я не знаю, можно, ну давайте откроем, мы же все равно открывали от дождя когда. Давайте посмотрим, что стало у нас с рыбой за 5 часов копчения. Вот такая вот красота у нас. Фу. Вот идет, ну так, достанем, что достанем? Ну, давайте вот достанем вот. Цвет пока еле-еле золотистый. Я так думаю, рано еще закрывать нашу бочку. И давайте посмотрим сейчас, сколько осталось у нас опилок. Я так думаю, сейчас, если мы откроем, это будет сейчас вот такой вот дым. Жалко, что нельзя посмотреть уровень опилок так. Ну-ка по температуре. Вот здесь вот горячо. Нет, открывать. А, еще хотел обратить внимание, вот здесь вот сама труба горячая. Здесь горячая. Получается, здесь она уже остывает. На выходе, получается, вот здесь она где-то градусов, ну, 40, может быть 45. И то, когда мы добавили вращение вентилятора. Когда на минимальных она была полностью холодная. Еле-еле тепленькая была. Сейчас вот добавили, получается, напор идет. И градусов 40-45, наверное, вот трубка идет. Ну, вроде дым идет нормально. Можно чуточку еще убавить. Все. Ну что, давайте посмотрим, сколько у нас щепы осталось. Если что, будем добавлять щепу в бункер. Так. Так, я думаю, немножко сейчас подымит. Вот. Вот такая вот. Все, щепы у нас уже нет. Вот. Щепа у нас уже вся прогорела. Так что сейчас мы будем, пока угли там есть, чтобы повторно не разжигать это все хозяйство. Сейчас мы быстренько это все будем добавлять. Вот так вот. Как-то вот так. Надо было пораньше добавить. Вот из-за этого и делается дополнительный бункер. Закидал сразу полный. 2 на 20 литров получается. Поджег, и ничего не надо открывать. Опилки кончились. Дымогенератор потух. Перестал дым идти. Рыба получается готова. А так вот с десяточки приходится потихонечку добавлять. Ну и все, сколько тут осталось у нас? Я так думаю, часа 3, не больше. Догорают опилки, догорает щепа. И посмотрим, что у нас. У меня есть, правда, еще опилки немножко самодельные, которые, но они мелкие, мне кажется. Тут все-таки щепа нужна покрупнее. Через мелкие опилки, мне кажется, дым будет идти похуже. Ну, посмотрим, в общем. Осталось часа 3. Потом посмотрим, что получится. Все. Пауза. Так, ну что, друзья, день подходит к концу. Ветер стих. Солнышко садится за горизонт. Подходит к концу и наше сегодняшнее копчение. А будем ли мы ставить сегодня точку или поставим всего лишь запятую, сейчас мы узнаем. В общем, мы уже за это время успели съездили в райцентр. Закинул я все-таки доверху еще опилками. Не щепой, были у меня опилки ольховые. Закинул, поставил вентилятор на среднюю мощность. Нас не было сколько? Около 5 часов, наверное. 4 с копейками где-то нас не было. В общем, недавно приехали. Вот так вот идет потихонечку дымок. Рыба в дыму получается. Все думал, погаснет. И мы
откроем и посмотрим. Но судя по температуре, оно еще работает. Сейчас мы открываем не эту крышку, а вот эту крышку. Смотрим состояние рыбы. И от этого уже будем плясать. Или достаем всю рыбу, вывешиваем на проветривание. Или просто, если она не докоптилась, придется добавить опилок и оставим все это хозяйство дымить на ночь. Потому что сейчас 19 градусов тепла. Посмотрел прогноз, температура не будет отпускаться ниже 14 градусов. Теплая, нормальная летняя погода. Потеплело все-таки наконец-то у нас после морозов. И конденсата не будет. Так что все зависит от того, как будет выглядеть наша рыба. Поехали посмотрим. Так, вот, давай, покажи прямо здесь, что у нас тут получается. Так, ну что, где будем смотреть? Ну, давай возьмем вот крайних вот этих. Так, вот так вот выглядит наша рыба. Слегка золотистый цвет. Все-таки немножко она не довялилась. Один день все-таки мало. У нас даже не полные сутки она вялилась. Вроде бы она сухая была. А сейчас мы видим небольшой все-таки она влажновата. И немножко еще не тот цвет, какой бывает обычно. Так что мы делаем? Лучше, наверное, я так думаю, добавить опилок. И пусть еще в дыму побудет ночь. Теплую летнюю ночь. Пусть вот так еще в дыму побудет. Завтра утром проверяем. И уже исходя с утренней проверки будем решать, оставлять ее дальше или снимать на проветривание. Потому что все-таки холодное копчение это дело не быстрое. Некоторые коптят до 3 дней. А у нас прошло, ну сколько, 11 часов. Я так думаю, немножко это маловато. Все. Закидываем полный бункер опилок. Возможно, если нормально дым пойдет, закинем второй, но это посмотрим. Один закинем точно и оставляем это хозяйство до утра. Так что встречаемся утром и посмотрим, что у нас получится на этот раз. Пока, мне кажется, еще оно не докоптилось. Оставляем до утра. Так, ну что, друзья, вот теперь точно все. Утро следующего дня. Получается, вчера вечером, ну как вечером, уже почти ночью, 11:30 где-то заложил еще раз, засыпал полный бункер опилочками, поставил на средние обороты и оставили на ночь. Выходил через полчасика проверять, процесс шел, дым идет, температура воздуха была где-то около 13-14 градусов ночью, нормально, все нормалек. Сегодня утром проснулся где-то 6:30, бочка была уже холодная. Посмотрел, вон бункер, можете посмотреть, он полностью пустой, опилки все прогорели. Открыл крышку, оставил проветриваться. Получается, по большому счету, копчение около 20 часов. Около 20 часов, если все собрать вместе. Ну вот теперь опять идет, уже напрягается тучка, и мы быстро-быстро давайте до дождя посмотрим, что у нас получилось. Вот, посмотрите вот эту красоту. Кстати, вот я вам скажу, видите, здесь уже у нас не две, а одна рыбка. Вон, одна рыбка. Одну рыбку мы вчера, получается, уже продегустировали. И я вам скажу, она уже была копченая. Плюс еще часиков 5, получается, она поменяла цвет, еще стала более копченой. Я так думаю, сейчас вот уже часа 3 она проветривается, сухая полностью. Ну как, не сухая, в смысле снаружи она сухая, внутри так, слегка провяленная, нормально. Сейчас мы ее
или оставим в коробке, развесим дома, или развесим на веранде, потому что собирается дождь. Все это быстренько-быстренько сейчас вот так вот снимаем. Вот у нас даже такой вот окушок красавец. В общем, как-то вот так вот. Вот тут у меня такие вот вареные прутки. На прутки ложу вот такие прутки, на них уже вешаю. Все, начал накрапывать дождь. Друзья, в общем, заключительное слово о этом дымогенераторе. В принципе, все хорошо. Понравилось, во-первых, толщина металла, качественный толстый металл, ширина бункера, больше можно засыпать опилок. Мы еще увидим с дополнительным бункером по любому ролику. Второй плюс — это весь вот этот механизм охлаждения, все разбирается, все на резьбе, все можно хорошо ёршиком промыть. В отличие от остальных генераторов, к которым не подлезть и очень трудно промывать. С этим, думаю, проще. Смолы я вчера вылил где-то полбанки, и сейчас почти полбанки. Вышло где-то 700-800 грамм смолы у меня вот здесь вот вышло за все копчение. Хорошо, что есть вентилятор, поддув воздуха нормально работает. Поджигать, да, без горелки не поджечь. Нужна щепа, потому что через опилки идет плохо. Но я потом тоже нашел решение. Вот у меня есть ольха спиленная, я просто щепками наложил ольху в перемешку с опилками. И нормально, у меня вентиляция шла, все хорошо. Так что у этого дымогенератора Ворон есть будущее. Ссылочку, где приобрести этот дымогенератор, оставлю обязательно в описании к этому ролику. И, конечно же, по промокоду Коми-Рыбак вы получите скидку на этот дымогенератор. Ну вот теперь, наверное, все. Встретимся в следующий раз, когда будем коптить, скорее всего, уже, наверное, окуня, хотя немножко язя еще осталось. Посмотрим, как мы закоптим окуня. Как-то вот так. Копчуха удалась. Теперь не знаю, сколько останется нам, но по плану это точно больше половины мы раздадим, угостим друзей, знакомых, потому что они уже ждут, не дождутся, когда мы прокоптим нашу рыбу. Все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Коми-Рыбак. Всем пока.